Обвиняемого Леонова, защитника Ведищева, рассмотрев постановление руководителя следственного органа, заместителя начальника Следственного отдела УФСБ России по Республике Коми Кобрина о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонова Игоря Викторовича. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с сентября по декабрь 2010 года глава МР Сосногорск, руководитель администрации района Леонов, находясь в городе Сосногорске, в Республике Коми умышленно, с корыстной заинтересованности совершил заведомо незаконные действия, направленные на отчуждение путем проведения фиктивных конкурсных процедур муниципального имущества МР Сосногорск в виде нежилых помещений по адресу Республика Коми, город Сосногорск, 6 микрорайон, дом 17, стоимостью 7 миллионов 370 тысяч рублей и 100% акций АО «Спецавтодор» стоимостью 23 миллиона 537 тысяч рублей и их последующую реализацию подконтрольному лицу Черенкову по заведомо заниженной стоимости. В результате вышеуказанных преступных действий Леонова существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также законные интересы МР Сосногорск, выразившиеся в причинении данному муниципалитету существенного материального ущерба в виде непоступления в бюджет денежных средств в размере 15 миллионов 453 тысячи 500 рублей от продажи в установленном законом порядке вышеуказанного имущества и в подрыве авторитета органов местного самоуправления и государственной власти в целом, дискредитация местного самоуправления в глазах общественности. Основные признаки преступления указаны как в постановлении о возбуждении уголовного дела, так и постановление о привлечении в качестве обвиняемого на данной первоначальной стадии расследования являются достаточными для разрешения указанного ходатайства. Кроме того, стороной защиты не представлены суду сведения, подтверждающие доводы о том, что у обвиняемого имелся на руках обратный билет из Барселоны в Москву, а также из Москвы в Астрахань и обратно. Сведения о том, что Леонов не может содержаться под стражей по состоянию здоровья, суду не представлено. Задержание Леонова в порядке статьи 91-92 УПК РФ суд признает законным и обоснованным, поскольку к этому имелись предусмотренные законом основания, порядок задержания был также соблюден. Руководство статьей 108 УПК РФ постановил избрать в отношении обвиняемого Леонова Игоря Викторовича 09.09.1971 года рождения, уроженца села Александрово Ейского района Краснодарского края, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 16 июня 2018 года включительно. Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы подозреваемый вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы на постановление суда о продлении срока содержания под стражей судом апелляционной инстанции и в тот же срок со дня получения апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы. Обвиняемому Леонову Игорю Викторовичу постановление понятно? Нет. Сроки обжалования ясны? Нет. Судебное заседание объявляется закрытым. Копия решения и постановления будет вам вручена сегодня.